Uite, i-am făcut recomendația lor. Își pe masă. Deci, la noi mai dăm. У меня нет. А то я даже сейчас выступать А сейчас видеоролик покажем. Ну вот еще стала Светлана Семеновна. А я не надо это. Но мне тоже зайчик. Уважаемые коллеги, мы продолжаем нашу работу по нашей площадке «Методическое сопровождение этнокультурного содержания общего образования». У нас добавился один докладчик, помимо заявленных в программе. Сегодня перед вами еще выступит учитель коми языка и литературы из Русского района села Ноши, Можикова Ольга Александровна. Прежде чем мы приступим к нашим докладам, хотелось бы вам показать видеоролик. Нам его приготовила, отправила Щуренко Светлана Митрофановна. Это учитель начальных классов школы села Белоярск Ямало-Ненецкого автономного округа. Тема ее выступления – изучение родных языков во внеучебной деятельности в начальных классах. Видеоролик очень эмоциональный, положительный. Я думаю, что он задаст начало да, нашей работе. Да. Дона Йоркесы. Митьян Истам, Ыджит Чолом. Ямало-Ненецкий автономный округ, Приуральский район, Белоярский. Лавы, лымнин куси, гошем топ и изывы, войвы море до сен гуси, багалок ты кэнтэй, пушоны пимы сысь, бурыса бунинина, кокотин, ач, смугны, эти муны, обнимэты. Вот такой видеофрагмент отправила нам Светлана Митрофановна. Будут у вас какие-то комментарии по поводу видеоролика? Мы со Светланой Митрофановной общались по телефону. Национальный округ изучает. Да. Учебной деятельности. Ижевский диалект, скорее всего, да? Да. Топ. Тип-топ. Да, если Светлана Митрофановна нас сейчас видит и слышит, мы благодарим ее за предоставленный фрагмент и продолжим нашу работу. Сейчас я хочу пригласить выступить Лягушеву Анну Ивановну. Это методист лаборатории развития этнокультурного образования нашего института. Тема выступления – конкурсы этнокультурной направленности как средство творческой реализации обучающихся. Анна Ивановна. Конкурсы этнокультурной направленности как средство творческой самореализации обучающихся. Самореализация личности школьника и создание условий для развития его творческого потенциала – одна из задач современной школы. И учителя должны создавать эту творческую образовательную среду, которая способствует раскрытию и развитию природных возможностей каждого ребенка. Поэтому лаборатория развития этнокультурного образования как структура Коми Республиканского института развития образования считает для себя важным такое направление деятельности, как организация и проведение республиканских конкурсов этнокультурной направленности. Лаборатория
проводит очные и заочные конкурсы для педагогов и так и для обучающихся. Эти конкурсы отличаются способом проведения и сложностью заданий. Заочные конкурсы предназначены для того, чтобы повысить уровень знаний и расширить кругозор. Срок проведения таких конкурсов составляет от 2 недель до 2 месяцев. Для выполнения конкурсных работ в заочной форме разрешено пользоваться справочной литературой, интернетом и любыми другими источниками. Очные конкурсы предполагают личное участие конкурсантов и проводятся в течение 1-2 дней, как правило, в Сыктывкаре. За последние 5 лет в лаборатории было проведено более 20 конкурсов для обучающихся и педагогов. Из них 6 заочных и 14 заочных. В 2015 году впервые был проведен очный республиканский конкурс чтецов для обучающихся 5-11 классов. Он был посвящен 70-летию со дня Великой Победы над фашистской Германией и 125-летию со дня рождения писателя-поэта Вениамина Тимофеевича Чисталева. В конкурсе приняли участие 62 школьника из 9 муниципальных образований городов и районов республики. По итогам конкурса было предложено проводить подобный конкурс и в дистанционной форме тоже. Возможность дистанционного участия расширяет географию конкурса. В нем смогли бы участвовать не только учащиеся крупных школ, близлежащих городов и районов, но и дальних сел и деревень. Кроме того, дистанционная форма конкурса помогает проявить себя детям застенчивым, робким, неуверенным в себе, которым трудно заставить себя выступить перед большой аудиторией. И такая форма конкурса была реализована в 2016 году. Тогда конкурс был посвящен юбилейным датам Александры Мишариной и Юрия Васитова. В конкурсе приняли участие 206 обучающихся, в том числе заочно 91 школьник из 12 муниципальных образований городов и районов республики. Количество детей за 1 год выросло в 3 раза. Следующим этапом развития конкурса стало то, что управлением образования было рекомендовано провести конкурс чтецов сначала на муниципальном уровне и лишь 10 самых лучших выступающих направить на республиканский конкурс. 5 в очной форме и 5 заочной. Таким образом, в 2017 году было заявлено 120 обучающихся, но уже из 17 городов и районов. Тогда конкурс был посвящен юбилейным датам писателей и поэтов Владимира Тимина, Геннадия Юшкова и Василия Ладыгина. Отбор на муниципальном уровне сразу отразился на качестве исполнения произведений. Если в том году наблюдалась некая формальность участия в конкурсе, то сейчас уже бросалось в глаза. Если в том году наблюдалась некая формальность участия в конкурсе, некоторые конкурсанты не смогли воспроизвести стихотворение наизусть. Были такие, которые читали стихотворение с помощью шпаргалки, хотя, возможно, что сказалось волнение. Не каждому участнику удалось продемонстрировать актерское мастерство. Также бросалось в глаза недостаточно хорошее знание коми-языка детьми, изучающими коми-язык как неродной. Было заметно, что многие дети не очень хорошо понимают смысл читаемого произведения. Как следствие, их чтение стихов было недостаточно эмоциональным и выразительным. То в этом году уже многие чтецы во время конкурса продемонстрировали полное раскрытие внутреннего мира поэта, его мыслей и чувств, а также выражение своего отношения к тому, о чем и как говорится в произведении. Многими участниками конкурса были продемонстрированы примеры выразительного чтения текста. И здесь сразу видно тех детей, с кем работают учителя. Еще одной особенностью является то, что площадками проведения конкурсов являются различные образовательные учреждения. В форме экскурсии ведется так называемая профориентационная деятельность. У детей появляется возможность не только увидеть такие учебные заведения своими глазами, но и анализировать, сравнивать, делать выбор. Возможно, именно такие профориентационные экскурсии помогут подготовить учащихся к обдуманному выбору профессии и соответствующего учебного заведения для продолжения образования. По итогам конкурса 2017 года межрегиональное общественное движение Коми-Войтер предложило провести интернет-голосование среди 10 участников дистанционной формы. И это еще один этап развития конкурса чтецов. В течение 2 недель на сайте Коми-Республиканского института развития образования можно было ознакомиться с видеороликами, на которых учащиеся выразительно исполняли стихотворения на коми-языке и проголосовать за них. Это было сделано с целью расширения аудитории слушателей,
а также популяризация нашего конкурса. Традиционным стал конкурс, кроме конкурса часов, традиционным стал конкурс творческих работ в области этнокультурного образования. Уже 2 года он проводится в форме видеоролика. Обучающиеся показали малоизвестные, но интересные места республики, событийные мероприятия, праздники, проходящие в республике, знаменитые объекты и достопримечательности, удивительные уголки природы нашей республики. Обо всем, что снимали, говорили на каком языке. В 2017 году школьниками были представлены инсценировки по произведениям поэм-писателей. Все конкурсные работы были представлены на каком языке. Проанализировав конкурсные работы, в качестве положительных моментов важно подчеркнуть большую организационную работу руководителей проекта, хороший подбор произведений, в большинстве случаев воспитательного характера. Похвально, что при выборе произведений для инсценировок педагоги нашли за рамки школьных программ по коми-литературе. В качестве рекомендаций можно отметить, что подобные проекты необходимо осуществлять совместно с педагогами дополнительного образования, со специалистами учреждений культуры, которые могли бы оказать профессиональную помощь при подготовке не только самих инсценировок, но и при выборе декораций и костюмов. И это еще не все конкурсы. Были также проведены конкурсы сочинений, конкурс кроссвордов, конкурс комик-сказок и многие другие. Таким образом, очные конкурсы выявляют и поддерживают творческую инициативу педагогов и обучающихся, развивают их креативные способности, повышают качество изучения коми-языка и литературы, формируют у обучающихся мотивацию к дальнейшему изучению коми-языка, а также активную жизненную позицию, умение отстаивать и аргументировать свою точку зрения. У педагогов и детей появляется возможность познакомиться, обменяться опытом. Плюсы заочных конкурсов таковы. В конкурсе может принять участие любой желающий из крупных городских и небольших сельских, те, кто стесняется выйти на большую сцену, те, кто испытывает финансовые трудности. У некоторых и вовсе нет дорог. Все названные конкурсы влияют на сохранение и развитие коми-языка. Анна Ивановна, благодарим вас за выступление. Скажите, пожалуйста, вот творческие такие интересные работы каким-то образом обобщаются где-то, публикуются или как вот результативность? Да, мы вот, если, например, провели конкурс кроссвордов, да, то мы вот уже готовим диск, чтобы этими материалами могли пользоваться и как, да, как и учителя, так и дети смогли посмотреть свои работы. Да. Видеоролики тоже самое лучшее, тоже как бы используются уже при, например, в электронной форме учебника сейчас готовим, да? И там мы тоже взяли несколько видеороликов как примеры по темам. Да, разделочки. Хорошо. То есть, да. То есть не только чтобы вот наш куда-то Вот я говорю, что папку положить. как-то вы использовали. Да, и при выборе даже конкурсов, которые, ну, мы делаем, уже сразу подразумеваем, что как их публиковать и чтобы их использовать в рабочей стране. Да, бежи. Сами конкурс чтецов, да? Да. И же mamy 3 человека с муниципалитета. На каждый уровень или всего 3? Давайте я вам отвечу. Все-таки 3 человека в 3 категориях. То есть всего муниципалитет отправляет 3. Да, дело в том, что муниципалитет у нас 20. Получается, что если каждый принимает участие, то это уже 60 человек. А если мы умножим 20 на 9, это будет просто невероятное количество человек. В этом году конкурс не финансируется, поэтому... Да, то есть ставиться шальмуна. Мисля уши в короткие сроки, вот он одеколонуватный, не финансируется, и тут мы пошли рамка. А позже в этом случае мы, скажем, в этой категории не анабу, а мы в категории анкука. Позже, да, то есть В любом случае. да, в любом случае, да, то есть В любом случае количество человек не должно превышать 3. Ну, понятно. Да, да. Не обязательно, не обязательно, да. То есть в одной категории может 3 человека, а в других Да. Просто если у вас сейчас куда-то оценивать чины. В 3 категории, да. Да. Конечно, пожалуйста, уточните, не финансируется СМИ.
Не финансируется, значит, мы не можем, да, покормить участников. Да, мы не можем покормить учащих. Основные деньги основные мы насыпали, да. Празднения оплачивались, мясо, да. На подарки. Да, 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 да. Проживание ничего. Кашки и лук но на сегодняшний день этого По крайней мере, была возможность покормить детей в столовой. И еще у нас устраивались тоже небольшие кофе-паузы, где можно было чай попить. Да, да. В этом году этого не будет. Tak, jeszcze rozpoznamy, bo to znaczy, że orientacja, były разные точки. Да, да. Та вот я там правда. Ну вот тоже решать сейчас верма, küçük köpeklerle то мы, конечно, первое, а озимка не на март, то Вопрос площадки пока тоже. да, открыт, да, Открыт, мы будем да, обзванивать на училище, Да. договариваться. да. Если у вас Все упирается в деньги. Спасибо, Анна Ивановна. Готовы начать. Со следующим докладом выступлю перед вами я. Я буквально в нескольких словах расскажу вам про фольклор в учебниках литературы для средних классов. Не буду задерживать ваше внимание. Светлана Светлана Семеновна Усанова. Известно, что фольклор является компонентом этнокультурного образования. Да, и произведения, не слышно меня? Произведения устного народного творчества аккумулировали в себе быт, верования, ритуалы, обычаи народа. В работах исследователей, педагогов звучит мысль о том, что фольклор значим в образовательном процессе, и существуют труды, посвященные методике преподавания фольклора в начальной школе, анализируется изучение малых фольклорных жанров. Вместе с тем, разнообразный материал по фольклору представлен также и в среднем звене, в учебниках средних классов, обращение к которому и составляет цель моего выступления. Я проанализировала представленный в нем фольклорный материал. Начнем с учебника 5 класса. В нем наблюдается преемственность изучения малых жанров фольклора, преемственность с начальной школой. Здесь изучаются загадки, пословицы, поговорки, которые разбиты по тематическим блокам. Также в учебнике содержатся коми-сказки и сказки, переведенные с русского языка на коми. И хочется отметить, что, безусловно, к включению переводных текстов следует относиться с некоторой осторожностью. Напротив, для развития языкового вкуса, для достижения специфики фольклорного слова уместно знакомить детей с сказками разных народов на языках оригиналов. Вызывает большой интерес задания, которые предстоит выполнить обучающимся. Так, например, составителями предлагается инсценировать сказки. Составить книжную выставку из сборников сказок известных фольклористов Микушев, Плесовский и Рочев. Как представляется, будет не лишним обратиться к текстам из этих сборников, предложить подготовить небольшие выступления о личностях собирателей коми-сказок. И в будущем, наверное, стоит поместить эту информацию непосредственно в учебнике при последующих изданиях. Также можно предложить обучающимся провести сравнительный анализ коми и русских сказок на уровне одного сюжета. В учебнике для 5 класса также содержатся небольшие сведения о несказочной прозе, это мифы, легенды, предания. В 6 классе знакомятся с коми-мифами. Также задание имеет творческий характер. Авторами предлагается нарисовать Йена, Омоля, сделать выставку творческих работ, охарактеризовать образ этих персонажей. Также было бы полезно, как нам кажется, расширить сведения обучающихся о коми-мифах. Например, можно порекомендовать детям сделать творческий проект, самим сочинить рассказ-миф. Ну, как пример, почему у глухаря брови красные. На страницах учебника содержатся сведения о народных преданиях, знакомство с которыми продолжается в 7 классе. В 7 классе также приводятся сведения о легендах, быличках из книги «Коми. Народное творчество. Устная проза». Не вызывает сомнения целесообразность обращения к научному источнику. Коми-фольклор в учебнике 8 класса представлен календарной и семейной обрядностью. Прежде всего, здесь внимание обращено к свадебным причитаниям.
приводятся тексты из оперы драме Чисталёва «Навщета» «Выдание невесты». Как нам кажется не совсем обоснованным знакомиться с причитаниями и давать описание обряда по авторскому произведению. Все-таки это опера, и профессиональный музыкально-драматический текст отличается от фольклорного и может несколько исказить представление ученика, обучающегося об изучаемом жанре. В учебник включены такие причитания, как батлы, мамлы, воклы, вэля, кэса. Хотелось бы подчеркнуть, что необходимо предусмотреть комментирование, поскольку для причитаний характерна особая образность, и детям может быть не до конца понятно, о чем вообще этот текст. Отдельно стоит остановиться на понятии воля, девичья красота, также обучающимся эти понятия могут быть непонятны. Особого внимания, конечно, заслуживают изобразительные и выразительные средства, коми причитья, и обращение к ним раскроет неповторимость, красоту фольклорного произведения. В учебнике для 9 класса внимание школьников обращается на поздние по происхождению песенные жанры. Это частушки и песни типа «Шунды паны уламы», «Санцевикая жизнь». Как нам кажется, фольклор народа коми содержит довольно богатую коллекцию коми-народных песен, с которыми следовало бы познакомиться обучающимся. Более того, осознать красоту, глубину коми-лирики невозможно через сухой текст, все-таки это не литература. А песню, например, отрывок из песни можно прослушать на уроках. У обучающихся, несомненно, вызовут положительные эмоции такие задания, как записать самим частушки, пробовать самим составить подобные тексты, выучить наизусть народную песню, провести вечер с исполнением коми-народных песен. Таким образом, на уроках литературы школьники открывают для себя разнообразные жанры фольклора, начиная с малых жанров и заканчивая песенной лирикой. Фольклорный материал отобран, распределен по классам в соответствии с возрастными особенностями школьников. В учебник, как стоит заметить, включены только обработанные тексты, поскольку аутентичные произведения могут затруднять восприятие обучающихся, но, тем не менее, нельзя не предусматривать прослушивание аутентичных вариантов. Как несомненный положительный момент можно отметить, что тексты фольклора в большинстве случаев географически атрибутированы. То есть для фольклорного произведения важно даже не столько авторство, то есть не актуальное авторство, но важны вопросы происхождения, получения текста, их привязки к конкретной местности, к репертуару конкретных носителей традиций, неповторимости каждого из текстов, их вариативности. Интересным представляется, еще раз повторю, задания в учебниках. Они развивают не только творческие способности, но дают возможность самим побывать в роли собирателей. Вместе с тем, некоторые задания могут вызвать затруднения, например, записать предания, легенды, былички из своей местности. Такого рода задания могут выполнить только подготовленные школьники, которые четко знают жанровое своеобразие произведений и понимают, в чем отличие этих текстов, этих жанров. Также в качестве домашнего задания предлагается записать причитания из своих сел и сравнить с опубликованными причитаниями. Как я уже говорила, причитания имеют свой язык исполнения, и иногда очень трудно уловить содержание текста неподготовленному слушателю, а тем более его зафиксировать. Предлагается, например, написать небольшую статью, доклад о том, как меняются обряды. Представляется, что такое задание также рассчитано на сильных обучающихся, поскольку для сопоставления необходимо владеть довольно обширными сведениями. Безусловно, ценными в учебниках являются отсылки к научным изданиям по фольклору. Хочется надеяться, что знакомство с этими учебниками меняет представление обучающихся как нечто забытом, невостребованном, неинтересном. Безусловно, необходимо наращивание учебно-методической иллюстративной базы. Это подготовка аудиоприложений как с аутентичными, так и обработанными текстами. Можно также привлечь талантливых рассказчиков, например, артистов, для записи сказок, преданий. В союзе с колледжами культуры и искусств можно организовать особый проект по созданию видеохрестоматий с визуализацией фрагментов свадьбы, календарных праздников.
То есть ребенок может увидеть, например, какой-то фрагмент свадьбы, как причитали, как опричитывали невесту, как невеста плакала, или какой-нибудь фрагмент календарного праздника, например, Масленица. Все это обогатит впечатление о коми-фольклоре, его всем многообразии его жанров. У меня все. Спасибо. Вы об этих учебниках говорили, да? Да, да, я говорила об этих учебниках, Вот, они представлены у кто-то нас и на не знает, выставке. да? Да, я думаю, что работают учителя по этим учебникам. Скажите, пожалуйста, вот во всех этих учебниках в какой степени представлен теоретический материал по фольклору? В доступной ли форме это? Да, теоретический материал довольно разнообразен и обширен, и он довольно-таки доступен. Да, да. Те сведения, которые приводятся из научных источников, они уже в 7-х, 8-х, 9-х классах, то есть когда уже обучающийся может сам осознанно прочитать это. А повторяемости нет? Допустим, что такое олицетворение в 5-м, 6-м, то есть дается в 5 классе или в 6-м, и больше не повторяется. Да. Ну вот, например, предания, они повторяются. То есть в 7 классе изучают предания, затем они плавно переходят на 8 класс. И слова. Углубляют, ну да, вот определение еще раздается, да, и расширяется, да, и тексты более сложные по содержанию. А вот у Зои Васильевны Остаповой есть электронное пособие. Вы не смотрели? Я с ним не знакома, может, Не вы мне подскажете? Да? Ну, надо... Да, Я знаю, что там есть что-то. Что-то есть, да? Да. Подскажете Интересно. название, потому что мне это Точно не нужно. могу сказать. Ей нужно позвонить. Зоя Васильевна. У него по дошкольникам, наверное, да? Елена Васильевна. А, у Елены Васильевны. Елена Всё, Васильевна. всё, хорошо, Да. хорошо. Потому что она этим занималась и там Да, записывали это я не учла. Спасибо. артисты. Ага, интересный материал. Почему такие сложные задания для студентов? Студенты не каждый справится. Да, вот я это и отметила, что детям ведь надо погрузиться во все это, чтобы пойти и записать какой-то жанр. Это же, Потом причитание Причитание. исполнять, петь. да, тем более сравнивать тексты, это тоже. Причитание для какого класса было найти? Причитание для 8 класса. Ну, Это очень Да, сложно. сложно, да. ну, задание интересное. Ну, не для Ну, сельской да, местности, в деревне такое возможно. В городе не пойдешь, не запишешь, так вот не выйдешь. При переиздании пусть и учтут вы, пожалуйста, эти замечания, Да. которые высказали. Все-таки скажите надо авторам. учитывать мнение Да. фольклористов, профессионалов, Конечно. которые, да, Да. Пусть они все-таки знают. подумают, может быть, и на более поздний период, то есть на 10 или 11 период. Наблюдение за текстами можно сделать, но сбор материала Да, да, да. Собрать, да, это же очень сложно. специалисты. Это мы помним первый Деревня курс, ходят, первый курс везде деревня да. собирают. И фольклорной экспедиции. Поэтому я обратила на это целый внимание, месяц. все-таки методика преподавания литературы это одно, а методика преподавания фольклора и вообще включение его в учебники это тоже отдельный вопрос для рассмотрения. Хорошо. Так, сейчас мы все-таки перейдем к выступлению, которое у нас не запланировано. Я приглашаю Ольгу Александровну Можикову, учителя коми языка и литературы. Я думаю, что свой доклад она назовет сама. Да. А можно здесь где-то я найду? Это папочка. Так, в какой школе работаете, вы, пожалуйста, представьте. Так, да, я ранее не заявлялась, но вот прослушав вчера доклады, мне сегодня тоже хотелось немножко так из своего опыта работы поделиться, ну, скажем, своим выступлением. Работаю я в Новошульской средней школе, это Приловский район. В основном мы работаем по программе «Коми-язык негосударственный». У нас, наверное, я вот вчера вот прикидывала, наверное, коми как родной учат по всему району, наверное, человек 10, если я не ошибаюсь. И то это, ну, скажем так, индивидуальное обучение. Несколько человек в Гурьевке, один класс, и в классе 2-3 человека, наверное, в Летке, и у меня 6 человек. То есть индивидуально учат. Это как родной. Но тоже ведь как родной это сложная программа. Если ребенок выбрал вот сейчас в 8 классе родной, как я ему могу дать вот этот родной, если он до 7 класса учил как государственный? То есть, конечно, уже не пойдешь по той программе, которая идет как родной. Ну,
Просто мы изучаем. И потом, если в Помознинской школе, например, родной изучается там 3 часа язык и 2 часа литература, то у меня 1 час язык, 1 литература. Что я могу за этот 1 час дать? Это просто нереально. И если вот эти дети выйдут, скажем, на экзамен после 9 класса, то как сдаст ребенок, который учился в Помознинской школе по родной программе, который учил 5 часов в неделю, и как сдаст мой ребенок, который учил 1 час язык, 1 литература. То есть, и вот это вот как раз опять выходит на то, что неравные условия дети попали, очень неравные. Вот. Ну, а свой доклад я назвала «Формирование темы урока». Формирование темы урока. Как, сейчас открою, будет проще. Мы знаем, что особенность госного поколения – это когда формулировка темы урока как этап современного урока в условиях ГОС. Из опыта работы, то есть поделюсь, как мы определяем тему урока, как выходим на тему урока. Особенность госного поколения – это деятельностный характер, и который ставит главной задачей развития личности учащегося. Современное образование отказывается от традиционного представления результатов обучения в виде знаний, умений, навыков и формулировки стандарта, указывает на реальные виды деятельности. Поставленная задача требует перехода к новой системной деятельности образовательной парадигме, которая, в свою очередь, связана с принципиальными изменениями деятельности учителя, реализующего новый стандарт. Исходя из требований времени, меняется подход к современному уроку. Современный урок должен отражать владение классической структурой урока на фоне активного применения собственных творческих наработок, как в смысле его построения, так и в подборе содержания учебного материала. О том, насколько важна точная и емкая формулировка темы урока, знают многие учителя. Однако далеко не всегда мы уделяем должное внимание этой проблеме. В настоящее время все более актуальными в образовательном процессе становится использование в обучении приемов и методов, которые формируют умение самостоятельно добывать знания, собирать необходимую информацию, выдвигать гипотезы, делать выводы и умозаключения. Вот вчера, например, я видела доклад, читали, как ставить цели, задачи, как, допустим, выходить на цели выходить, а тему как сформулировать. Вот сегодня хочу я об этом как раз и поговорить. И в соответствии с новыми стандартами нужно прежде всего усилить мотивацию ребенка к познанию окружающего мира, продемонстрировать ему, что школьные занятия – это не получение отвлеченных от жизни каких-то знаний, а наоборот необходимая подготовка к жизни, ее узнавание, поиск полезной информации и навыки ее применения в реальной жизни. Исходя из вышесказанного, предпочтительно тему урока дети должны обозначить сами. Но учитель всеми возможными способами должен подвести ребенка к правильной формулировке. Естественно, формулировка темы урока зависит от типа урока. Ну и в условиях ведения в ГОС мы знаем, что есть у нас вот такие типы уроков. Урок открытия нового знания, урок комплексного применения знаний и умений, урок общей методологической направленности, урок актуализации знаний и умений, урок контроля знаний и умений, урок коррекции знаний, умений и навыков. То есть разные типы уроков. И, на мой взгляд, лишь, наверное, урок контроля знаний и умений не подразумевает, скажем так, в силу своей специфики, наверное, формулировку темы учащегося. То есть она, и так уже понятно, что тема урока – урок контроля знаний. И что вот, когда дети выходят на тему урока, это позволяет направить детей, подтолкнуть к самостоятельной формулировке темы урока, тем самым создавая условия для сотворчества учителя и ученика, повышая мотивацию школьников. Ну и остановлюсь конкретно на какие я приемы использую с учениками для того, чтобы выйти на тему урока. Больше, конечно, может быть, я это практикую с детьми начальной школы, потому что ребята начальной школы любят поиграть, любят что-то порисовать, поразгадывать и так далее. Со старшеклассниками это уже более какие-то такие глубокие темы, но некоторые моменты здесь тоже я представлю. Но больше, наверное, собрала материал вот этой презентации именно для учеников начальной школы,
по языку как государственному. Ну, может быть, какие-то и приемы можно использовать и на других языках, да, других народов, ну и на уроках как родного. Ну вот, прием «выдели лишнее» и «объедини». Давайте вместе поработаем, попробуем выйти на тему урока. Какая тема урока? То есть вот ребятам даю картинки, выдели лишнее в каждом ряду. То есть в каждом ряду они должны выделить лишнее. И о чем мы будем говорить на теме сегодня на уроке? Так, вы думаете, что игрушки? Выдели лишнее в каждом ряду. Лишняя курица, тут лишняя. Тогда животные. Тогда это, да, это, то есть мы выделяем в каждом ряду лишнее и потом их объединяем. Что же у нас лишнее-то вышло? Это курица, это корова, это свинья и так далее. А это все, это домашние животные или горца-пемосъед. Да, горца-пемосъед. Следующее. Тут звучит у меня музыка. У Вивальди, наверное, да? Да, ну уже вот определили тему и даю как бы картинки, и на тему мы выходим. Детям очень нравится музыка такая, настраивает детей на какое-то, сейчас что-то они увидят, что мы будем музыкой заниматься. А нет, вот картинки и определите тему урока. Ну, естественно, дети легко выходят на тему урока, то есть это ведь можно и не только в начальной школе, да, кат-кола с ученка, но можно и, допустим, на произведение какого-то писателя, да, на какую тему мы будем говорить сегодня, какие стихотворения, допустим, да, какое творчество, на какую тему будем разбирать вот этого писателя, допустим. Ну и вот они, вот, допустим, вышли на тему урока, это времена года, волонкарь, времена года. Дальше, следующая тема, прием кроссворд. Ну, я думаю, что многие, допустим, пользуются этим приемом, даю различные картинки, но это вот опять начальная школа, они переводят, то есть все им слова знакомы, переводят, ну, давайте вместе переведем. Гэч, дальше небо, акам и чачаяс. Ну и тут должно слово получиться, это у нас вот тачем. Да, тачем к. Ну и, естественно, тема нашего урока какая? Определите главное слово, мы будем говорить о доме, да. Ну это вот я говорю, начальная школа. Как же можно дом назвать по-другому? Как же можно дом-то назвать по-другому? Да, тема, керка или фор. Вот такой вот кроссворд. Кроссворд можно использовать, то есть, ну, разные сюда поставить. Это у меня первый класс. Это вот первый класс. Это тоже первый класс, прием загадка. Тут взяла русскую, ну, потому что в первом классе еще они мало знают, и они очень легко. Загадки можно брать как коми-загадки, как, может быть, другие загадки. И по загадке, то есть по отгадке уже выходить, какая же у нас тема урока. Ну, тут легко, это тема урока семья, да. Ну, а вот эта тема, то есть это уже чуть постарше класс, то есть мы выходим, отгадываем загадки, выходит у нас различные, ну и тема урока, град в пунктас, да, тема урока, град в пунктас. Еще один прием, тема ребус. Отгадываем ребусы, тема, да, тема с пашком. То есть мы выходим на тему пашка. А вот эта тема какая? Тут, ребята, немножко подскажу, сразу начинает разгадывать ребус. А тема, это можно использовать на родном языке. Стоянка. Так, вроде стоянка, да, что тут общего? А посмотрите, что общего? Что общего? Это числительные, да, конечно, это числительные, тая, выдох и вес, тема числительные. Так, еще один, допустим, выход на тему, это расставить тоже для первого класса, допустим, расставить в порядке возрастания или в порядке убывания, допустим, буквы. Ну и тема выходит опять же пачками, да. Использую какие-то стихотворения, допустим, да. Ну и вот о чем стихотворение? То есть о чем мы опять будем говорить? Стихотворение это о чем? Что мы делаем? Строить дом. Строить дом, то есть это тема опять же дом, да.
Ну и может быть и о животных. Можно, да, выйти на вторую тему, может и о животных опять же. Ну и тема, то есть мой дом, допустим. Вот эту вот я взяла из учителей Юлия Бызова, наверное, да. Вот тоже интересная ее схема. То есть дети считают, тут уже немножко математикой занимаемся, и числительные повторяем. И, допустим, Давид, сколько? 2 плюс 5 у нас 7. Где у нас 7? Находим здесь первая буква Ч. Ну и вот так вот мы считаем каждую, скажем, занимаемся математикой, выходим на тему урока Тая Чужангу. Да. Это предметные связи. Да, тоже интересно, то есть вот она выходит. Тоже нравится вот этот вот вид, да, формулировки урока, тоже очень нравится. Детям тоже очень нравится. Интересно, вот это вот начинает тоже голову ломать, то есть тут как бы нужно и фигурки составить, и цвета сопоставить, и опять же выйти на тему урока. То есть первое слово в теме урока это у нас красный квадратик. Находим красный квадратик, буковка М. Дальше буковка Абу, Е. Наверное, Мена. Ну, давайте будем разгадывать. Ну, давайте посмотрим. Да, Мена Георгиес. Да, Мена Георгиес. То есть вот такие. То есть можно разную тему загадать, разную тему, но выйти на вот такую вот тему. Вот эта тема какая? Это учшикас, да, разная, то есть профессия. Это тема учшикас. Берем состав, и они вот выходят на такую тему. Учшикас или профессия. Есть ворсы, различные какие-то шарады, делим слово большое, вот это длинное, и у нас выходит это лыбочес, это птица. Да. Основная мысль стихотворения. Космублын, да, уже сегодня слышали это стихотворение. Основная мысль какая? Тэшака, то есть будем говорить о зиме. Тема Т, да. Чечечели термосужную руквуламунка, то есть подвожу, различные подбираю стихотворения. Вот одно стихотворение, вот другое стихотворение. Луншер гаджер, далашонди. Вот третье стихотворение, вот четвертое стихотворение. И что объединяет все эти стихотворения? Это так, лун, рыд, асыв, сутки или еще на какую тему можно выйти? Соответственно, картинки. Мена, лун, мой день, да, мой день. Прием видеоролик. Вот этот прием я использую в 9 классе. Предлагаю посмотреть и попробуем. Интересный такой видеоролик, мне очень нравится. Я его тоже когда-то, наверное, на каких-то семинарах или на каком-то взяла у Татьяны Гуляшовой, Татьяны Владимировны. И вот очень такой, можно слышать. То есть это гимн финно-угорский народ. Немножко покручу или рассмотрю. Погромче. Предыдущий был кот, да, услышали там. Дарья Лайна. Это что вы исполняете? Дарья Лайна.
lepsä, Karjala saani moksa, antikkomi eeslaiset, täältä tullaan Anna palaa, Messerman suomalaiset, setollisit mensimari, persevait ja utmut jos, täältä tullaan Anna palaa. Тема урока. Финно-угорские языки или финно-угорский мир, да. Тема Фин-Евро Войта. То есть детям предлагаю внимательно... А? 9 класс, да, в 9 классе есть целая тема, целый раздел, да. И первый урок предлагаю посмотреть это видео и услышать знакомые слова, может быть. Коми где-то услышат, а потом что-то там другое еще есть. Но в припевках слушайтесь, да, в припевках слушайтесь, о чем еще идет речь. Ну и услышат там Ханты, Йогара, Манси, а? Многие схожие какие-то слова. Да. Ну и вот выходим на тему урока, это фин и географ. Прием аукционной идеи или игра наоборот. Ну, это уже я подобрала немножко так. Можно, вот, например, низкий ремень впадина в обратном порядке его назовите. Если низкий, значит высокий. Если ремень, значит, как еще можно ремень назвать? Тасма или пояс. Ну, я тут немножко не по коми, да, уже не к коми относится, а может быть, ну, это высокая поясность в горах, например. То есть, ну, просто пример, как привела, это уже тема из географии. Магия и безграмотность. Наука и образование. Наука и образование. У нас есть тоже, допустим, про школу, да, там темы некоторые можно использовать. Хаос браслета. Ну, это физика, закон Кулмана. Ну, вот, то есть, игра наоборот какой-то. Ну, то есть, голодание на свободе. Если голодаем, то надо наоборот. Что делать? Питаться, наверное. А свобода и... Ну, в общем, тема такая, питание клетки. В общем, это я тоже вот где-то слышала, но просто как не коми уже, а так немножко вот решила показать, что вот можно как-то вот игра наоборот, скажем, да. Вот, да, вот есть такие, да, в коми я такие примеры еще, честно говоря, не подобрала, но вот ну, надо подобрать что-то. Но прием интересный, и детям он нравится. Да, вот, интересно. Вот такие вот я приемы использую. Ну, тут, конечно, может быть, не все, а вот ну, более такие самые такие. Да, спасибо, Ольга Александровна, не только за презентацию. У меня к приемам нет вопросов, все замечательно. Но вот когда вы говорили о типах уроков, ну, я как методист, мне очень интересно, урок методологической направленности. Что это за тип урока? Что-то я это не слышала еще. Может быть, я тогда неправильно. Что это за тип урока? Наверное, что-то урок общеметодологической направленности языка. Так, ну вот, честно говоря, сейчас вам не скажу. Может быть, ой, в интернете? Да, в интернете, наверное, да. Вот чего только в не интернете взяла, да, наверное, и... Вот есть там в списке, вот, пожалуйста. Да. Но я чаще всего, у нас чаще всего это урок открытия нового знания, чаще всего используется урок комплексного применения знаний, умений, да, и коррекция. Знаний, умений. Да. А общеметодологию, честно говоря, не использую, может быть, что-то и неправильно и поняла. Действительно, в интернете куча всяких методов есть, а всему типу уроков не использую. Просто я думала, на самом деле вы проводите. Нет, я взяла, что вот выделяют 6 типов, а какие вот это типы? Не используются не все, да. Еще вопрос, может быть, для урока истории. Все, да? Я надеюсь, что... Спасибо, да, немножко спасибо, веселее.
Ольга Александровна работала над презентацией очень долго. Ну, вот, в общем, да, подбирала. Но я не работала над ней долго, честно говоря, потому что я просто в одну презентацию собрала все, что у меня было. Да, вот, как бы, уроком можно презентацию взять. Ну, можно, Вера Павловна, на МО, да, уже в своем районе. Ну, вот оно здесь, если кому-то надо, можете презентацию, конечно, перевести. Спасибо. Уважаемые коллеги, у меня предложение кофе паузу, да? Вчера были. Да, Ждем дополнение. Марья Ивановна, поясните пока. У нас есть еще дополнение по фольклору. Да. Сообщение. Я спросила, книга еще есть. Они фольклор Там есть тема Зербур, легенда, предание величка. Там вот теория Зербура Шиптема, четыре говорила. И там и введу на Шиптем текст. Миям кором Зербуджу. Тексту Свифтиуна, и та легенда предания величка Сабуиндом. И там и челяди Сувошен Уна Гони. Мне, конечно, учана мои сывулан зевьона, и зевуна катта чевоша, все-таки вот та чебут текстулан, наверное, около вижны, мой таеташевас. Потому что текст зевуна, то есть щичи классные, зевучкора, полигуна учана, учитель вот тавила мне суфта, сещачилять кадуна как воштамой, дуна как воштам, а там я выйда. Позже еще вот именно кунункаль текст медачно стыгмаласно, но там и сплошной текст и не намагу. Вот там я хорошо. Ну, ты уже рано вещтащий тогда? А мы вещтащами наставили. Туда, вот тогда я наставила. Тогда мы видим до школа, видим до. Una ho naučali zaključenu, una ho učali direktoren i una vodila da komik da literatura. On je bila da komik literatura. Так что тоже видели, да? Вы можете, что меня odlažili. A mene ja stavno Ну, мы 323 чай. Может быть, у тебя и нет. Наши где-то были. Здесь она, я отвечу. Да, Ранатальный области, там ой, пожалуйста, а вы готовы? Так, а ты верманы цифры. Да, и вы можете. Они дают Да, может быть, согласие. Я не имею такой привычки использовать чужую работу, но у нас есть девочка, которая пришла в первый год, но у нее очень хороший направление в начальной школе. Я там не работаю. Я все скинула, она уже бежать. Сейчас мы там нажмем. Они, да, 323. То есть здесь будет, да? Так, Можно говорить, и У меня еще другая презентация, я хочу тоже. а как у вас хочешь еще добавить? У меня национальная литература чтения. Мог ты час прием. да, мог сейчас Галя Степановна, це розмін, бо я учався в оборотной да. Ну, Ольга там настроение подняла, да? Голод на свободе. Кстати, она, когда с ней попадаешь на курсы, это очень да, у нее столько идей. Ну, она же молодая, конечно, у нее На курсах. лет 10 назад я тоже кипела, что на курсах, что так, а сейчас уже как-то... Нет, ты скажешь, что работа Зоя. Работа Зоя? Потому что если Зоя дом, есть еще и Зоя... Работа Зоя. Потому что есть еще другая работа с педагогом. Было 30 часов, стало 15. Как на это прожить? Согласилась на соцпедагога. Вот вчера сидела, тут и проблему решала. Скажут, что я сижу ВКонтакте, а я там все
разруливала, чтобы проблемы решить. Конечно. Твоя презентация. Так, есть, просто хочу узнать, как там связано, и куда я должен Связано, зайти, в видимо. какие. Вот, это самое, Светлана, Спасибо, Павловна, спасибо большое. Так, Женя, у меня еще другая Эти книги можно презентация. забрать, сказать, да? Нет, мы все это оставляем. Оставляем, Да, в лаборатории. Потому что Кстати, я уже а, сказки прочитала, там такие вы Да. можете заказать, вам отправят Что электронную закажешь? Ну, я сделала немножко, чуть-чуть по-другому. Я, например, в скороговорке загад я Это сохранила. мы еще лучше. Поэтому я книгу... Это мы писали, сохранили. Слушайте, кстати, сказки, я тут прочитала сказку, это про бабочку. Да. Это для первого. И сам не тебе буду щелкать, да? Ага, и где вы у нас сейчас? Я сам буду слушать. Я тоже сама буду щелкать, только Просто сейчас подведемся. Так, а у меня вот что у тебя получается? если Раз, с текущего. Сначала. Дальше. Хочешь я? ну давай я буду щелкать, говорит так. Хочешь я? Если я А дальше? дальше. Я тогда помню, потому что я могу потом что-то забыть. Ну что, я тогда пощелкаю? Да, я никогда не забываю. Нет, ты просто дальше.
Так, ну что, все подошли? Начинаем, да, работать. Значит, небольшое объявление. Смотрите, пожалуйста, вот сюда будут записывать свои фамилии, отчества, где работаете, только те, которые не выступали, а принимали участие. Те, которые выступали, вы уже есть в списке. Да? Не так ли, Ольга Александровна? Нет, в списке. Да. Ну, все равно еще регистрировать там. Так, раз, два, вот двое. Раз, два, двое. Не пишите. Остальные не пишите. Вы же вчера регистрировались. Регистрировались? А вы там писали? Да, все писали. Даже электронные адресы. Даже электронные И адресы. откуда опять писали? Мы на секции здесь же, бюро. Только Анна, Юшева Анна, Анна Ивановна. Анна Ивановна. вот все Есть, да? Да. Значит, ваша фамилия. Мгм. Да, Так, Просто те, кто не зарегистрировались, лучше записать, чтобы был сертификат. Так, вы выступали.
Так, хорошо. Ну что, значит, Я вам представляю еще одного нашего сотрудника, это Поляков. Простите, пожалуйста. Уважаемые коллеги, сейчас перед вами выступит кандидат педагогических наук, методист лаборатории развития этнокультурного образования нашего института Эльвира Ивановна Полякова с докладом «Проблема развития связанной речи детей билингвов в вашем школьном возрасте». Там две ошибки в теме ваших, потому что по телефону тему назвала, и допустили две ошибки. Обратите внимание, да? Чтобы не подумали. Это вот телефонный такой разговор. Ну, уже представили меня. Я разрабатываю учебники по коми-языку как родному для начальных классов. Уже много лет. Достаточно учебников. Сейчас эти учебники готовим к переизданию. Это уже учебник второго поколения. Одновременно делаем и электронные учебники. Для первого класса, для второго, для третьего, для четвертого, для всех классов электронные учебники будут. Так, ну и, видимо, нужно будет доработать программу. Вот программа, вы, наверное, видели, да, эту программу коми-язык как не родной, то есть родной, для коми-детей. Вот такая программа. Ну и, конечно, разрабатывая учебники, я думаю, когда первые варианты издавали, над развитием речи. Но поскольку я делаю для коми-детей, это дети билингвы, да? То есть билингвизм – это когда дети овладевают двумя языками параллельно, одновременно. Это коми-язык как родной и русский какой уже? Не родной, получается, да? И русский язык не родной. Вот в условиях обучения, в условиях двуязычия, эта же задача остается – развитие устной и письменной связанной речи. Поэтому вот для коми-языка как бы разрабатываются учебники, а русский язык в национальной школе, то есть в коми-школах изучается по вот этим учебникам «Школа России», эти учебники. Поэтому, конечно, все понятия грамматические, орфографические, речеведческие, что вводится вот в этих учебниках, параллельно мы изучаем, обучаем детей, да, на родном языке. Ну, давайте посмотрим небольшую теорию сначала. Специфика двуязычия. Обучение русскому языку в школе в условиях двуязычия имеет свою специфику. Родной язык учащийся оказывает воздействие на процесс овладения русским языком. Значит, овладевает русским как неродным, и при этом двусторонний характер как бы получается. С одной стороны, хорошее знание коми-языка детям помогает усвоить русский язык. В том случае, когда языковые понятия похожие, одинаковые, так ведь? Существительное по коми и макыв, прилагательное, да, кывбер, только переводим, тогда как бы определения другие будут, да? Вот, а понятия те же самые. Макыв, коды вочавича, петка для предмета, вочавича, коды домы. То есть фактически здесь идет чистый перевод с коми на русский или с русского на коми. Но более сложное понятие, когда языковые явления не совпадают. А ведь много таких явлений не совпадает. В частности, род, так ведь? Значит, при этом что получается? Отрицательное влияние одного языка на другой. Вот это явление называется
интерференция, отрицательное влияние родного языка, а положительная транспозиция. Когда положительное влияние оказывает для детей это как бы повторение, они повторяют только на другом языке. А когда отрицательное, здесь допускают дети речевые ошибки. И вот задача-то учителя как раз заключается в том, чтобы предупредить эти речевые ошибки, знать, какие ошибки могут быть допущены, и чтобы, ну, как бы, может быть, на те темы, которые более трудно усваиваются коми учащимися, больше уделять внимание, в частности, понятию род. Далее. При обучении связанной речи в сознании школьника в условиях коми-русского двуязычия неизбежно взаимодействие двух языковых систем. Взаимодействие. Вот я все говорю, вот это коми-язык, это русский язык, и мы что делаем? Вот, взаимодействуем, да? То есть все идет параллельно. И вот развитие речи-то как раз тоже идет параллельно. Мы формируем у детей речевые умения на русском и на коми языках. И вот вопрос в чем стоит. Сначала дети усваивают речеведческое понятие, формируя умения или на коми языке, или на русском. Больше часов на какой предмет? На русский. Значит, наши коми-дети усваивают язык-то и все понятия сначала не на родном языке. Это трудно. А потом уже на своем родном языке. Вот я сколько литературы о двуязычии читала, везде пишут, сначала легче дети усваивают все на своем родном языке, на котором они говорят. Легче. А потом уже на русском. А у нас проблема, часов-то меньше. Значит, что получается? Сначала мы более трудные на русском детей. Ну, я говорю, что те, которые в села окружают их коми родители, на коми говорят, им же труднее на русском-то говорить. Так ведь? Для них это не родной. Запутала вас, нет? Вот. Значит, вот у нас в республике Коми получается сначала и больше часов на русском языке, например, прилагательно усваивают, а потом там сколько-то часов, сколько-то уроков. Ребята, ну-ка вспомните, что называется прилагательным? А прилагательное по коми? Куберт. А что такое куберт? Ну-ка вспомните. То есть идет перенос знаний с неродного русского языка на родной коми. А должно быть наоборот. Ну что поделаешь, тут связано с часами. Далее. При организации процесса обучения связанной речи определяющим выступает положение о необходимости формирования универсальных речевых умений на родном и на русском языке параллельно. И поэтому, конечно, большое внимание обращается на развитие умения создавать тексты, ведь связанная речь – это тексты в устной форме, в письменной, но тексты разные, разного типа. Текст повествования, текст описания, текст рассуждения. И что получается? Даже описание дети сначала усваивают и учатся описывать на русском языке, а это ведь труднее. Словарный запас у коми детей не очень богатый. Русский словарный, да, русских слов. Вот, поэтому здесь, конечно, очень серьезная работа. Может быть, где-то, вот когда планирование составляют, давайте все-таки на родном языке, а потом мы русский, то есть какие-то темы, может быть, мы опережаем. Вот я смотрела сейчас действительно на каком языке какие-то темы у меня наоборот опережают. И я радуюсь, что хорошо, потом уже по-русски будут учиться рассуждать, текст рассуждения. Я раньше даю на каком языке определение. Итак, в процессе реализации взаимосвязанной работы в решении речевых задач в условиях двуязычия используются предшествующие, сопутствующие и перспективные связи. То есть, когда взаимосвязь, да, то есть предшествующие,
то есть предшествует тема, а потом уже делается перенос, либо параллельно, либо перспективно. Поэтому вот в условиях двуязычия, кроме русского двуязычия, все виды связи встречаются. Но самый эффективный вид связи, конечно, перспективные связи. Перспектива, то есть мы знаем перспективно на родном языке, мы опережаем, изучаем, а потом уже на русском языке. В условиях двуязычия ведущей задачей обучения является развитие коммуникативной компетенции. Ну, об этом мы везде пишем, да, в программах по русскому языку и по родному языку. Компетенции. Компетенции языковые, компетенции у нас коммуникативные, а это научить общаться. Поэтому дети овладевают всеми видами речевой деятельности. Это аудирование, говорение, чтение, письмо, 4 вида деятельности. И опять-таки это на русском и на родном языке. Овладение основами культуры речи и умение пользоваться коми и русскими языками в различных речевых ситуациях общения. И поэтому вот в условиях, опять-таки, двуязычия ученики на 2 языках получают начальное представление о всех нормах литературного языка, правилах речевого этикета, учатся общаться, говорить по телефону, здороваться правильно и так далее, так далее. Вот здесь чаще всего мне получается на каком языке учатся общаться-то на родном. Первый урок в 1 классе уже чола, виджаула, да? Аджишлытач и так далее, так далее. Но потом уже совершенствует, закрепляется. И опять-таки комен, чолом комен арочнас, здравствуйте, да? Как мы будем здороваться со взрослыми, с ровесниками и так далее. Так вот, чтобы на родном языке нам формировать речевые умения, разработаны специальные учебники по развитию речи. Так и называется «Коми Шорни», «Коми речь». Для 2 класса и для 3 класса я не взяла, для 4 класса 2 автора здесь. Комик-вишюрьяс. Здесь в основном все упражнения на развитие устной и письменной связанной речи, изложение, сочинение и так далее. Сейчас при переиздании этой книги не будет, то есть все материалы по развитию речи у нас в учебниках, и учебники будут в 2 частях. Вот 1-я и 2-я часть, все учебники в 2 частях. Ну, для чего мы эти учебники отдельно разработали? Чтобы показать разные виды, приемы и упражнения, речевые упражнения в отдельной книжке. Сосредоточить внимание. Сейчас работаем по книге Коми Шорни, значит, мы будем формировать какие-то речевые умения, да? Это отдельный урок. Тип урока мы о типах говорили. Тип урока развития речи. Дети уже знают, что или устно будем составлять текст, или письменно, или это будет изложение, какая-то творческая работа и так далее. Особенности какие? Значит, все решается в условиях общения, 1-я особенность. 2-я особенность – это речевые ситуации, чтобы были обязательно. Ну и учебный процесс представляет собой коммуникацию. Это общение учителя и учащихся, общение учащихся между собой, ученик с текстом общается и так далее. Ну и кроме этого сквозные герои. Вот они, сквозные герои. На обложке я не взяла учебник комиков. Вот эти герои Саша и Настя. И поэтому, чтобы показать образец правильного общения, где-то у нас разговор. Как разговаривает Саша и Настя? Ну-ка прочитайте. Как составила текст Настя? Образец читайте. А давайте мы попробуем. Смотрите у Насти. Но бывает у них речевые ошибки. Давайте исправим речевые ошибки и так далее. То есть ведь на образцовых текстах, да, мы обучаем. У нас тексты тоже бывают позитивные и негативные, поэтому и для редактирования какие-то задания даем. Так, ну, я уже сказала, что основной дидактический материал – это тексты, которые создают возможность обучать языку на речевой основе, обеспечивают следующий
никакими. Я сокращаюсь. Следующий. Тексты. Текст как основной дидактический материал. Но, конечно, с текстами всегда очень сложно. То есть ищем мы тексты, они должны быть адаптированы. Ну и, конечно же, многие тексты я составляю сама. Так вот, один текст, другой, третий. У меня 104 текста и издана книжечка для чтения «Чужан». Может быть, слышали, да? Не видели? Здесь, по-моему, нет «Чужану». То есть там разные рассказы, разные тексты. Ну, а в учебнике я взяла сокращенные тексты, небольшие. И вот эти тексты сейчас озвучивают учащиеся педколледжа, гуманитарно-педагогического педколледжа, ну и какие тексты я сама читаю, свои тексты для электронных учебников. Итак, тексты. И вот при отборе текстов, конечно, мы обращаем внимание на то, чтобы тексты были разные, чтобы воспитательное значение текстов, чтобы на этих текстах можно было отработать какие-то речевые умения. И если взять любой текст, то, конечно, в первую очередь не в грамматическом плане анализируется текст, а сначала в речевом. И мы отрабатываем такие важные умения, как умение, например, следующий комплексные упражнения. Значит, комплексные упражнения. Что значит комплексные упражнения? Мы на основе текстов предлагаем детям не только формирование речевых умений, но и умения языковые, умения, чтобы дети усваивали грамматические понятия, орфографические правила и так далее. Но начинается всегда прочитай текст, о чем говорится, то есть определи сначала тему. Дальше, а какова основная мысль? Дальше на заголовок обращаем внимание. Почему текст озаглавлен так, а заглав по-другому? Очень много текстов не озаглавленные, и поэтому задача, конечно, озаглавь текст, раз не озаглавлен, да? Нет заголовка. Или из 2, 3, 4 даже тех заголовков выбери самый удачный и докажи, что это наиболее удачный заголовок. Дети должны посмотреть и сказать, что заголовок правильный, точный, тот, где выражена и тема, и основная мысль. Поэтому это мы отрабатываем как на уроках русского языка, так и коми-языка. Вот. Поэтому в этих учебниках тоже очень много заданий озаглавить, так, чтобы выражена и тема, и основная мысль на русском языке. Да? Теперь, как быть с русским языком? Это ведь учебники-то разработаны для русских детей, так ведь? Федеральные. А нам нужно реализовать региональный компонент. И тоже над этим я задумалась. Разработала разные уроки, речевые уроки. Они изданы. Может быть, вы эти книжечки видели. Методика работы над сочинением в начальных классах. Одна книжечка. Давно она уже вышла, в 2013 году. А другая книжка вышла недавно уже, в 2015 году, оказывается. Так быстро время летит. В Волгограде. Издательство «Учитель». И вот эта книга продается в букинисте. По крайней мере, были эти книги, продавались. Печатали в Волгограде с удовольствием. Здесь очень много речевых уроков. Вот именно региональный или краеведческий материал. Да? Вот. Пожалуйста, сейчас у нас русский язык как родной. Да? Мы должны включить краеведческий материал. Вот тут все краеведческие уроки развития речи. Я обращаю внимание на обучение созданию разных жанров. Здесь жанры загадка, считалка, потешка, сказки, разные сказки, объявления, приглашения, заметка в газету, репортаж с места событий, все региональный материал. 9 мая, Сыктывкарье, парад. Так, создание текста в форме письма, словарная статья и так далее. Далее здесь представлены у меня памятки, что тоже очень важно. То есть ребенок составляет загадку
И затрудняется. А как же загадку составить? Каким образом? Значит, памятка на русском языке и памятки в этих учебниках, да, методических рекомендациях. Я сейчас над рекомендациями работаю, где подробное календарно-тематическое планирование даю. И в приложении будут памятки уже на коми-языке. Ну и последнее, на что я хотела бы обратить внимание, у меня даже есть другая презентация. Значит, очень долго думала, очень долго. Мне так нравится здесь называется картинная галерея, да? Картинная галерея. Вот сколько картин. Но каких картин нет? Коми-художников. Что я сделала? И за это я сама себя хвалю. Я искала в самом конце. Вот обратите внимание, другая презентация. Угу. Я здесь предлагаю картину коми-художников. Коми-художников. В каждом классе. Во втором классе 4 картины. В третьем классе, вот у меня книжка, 3 класс, тоже 4 картины коми-художника. И в 4 тоже коми-картины. Обратите внимание, пожалуйста, во втором классе Безумов, «Весна в Лемью». Тоже Безумов, очень красивые картины. «Морозное утро». Киселев, «Золотая осень», замечательная картина. Ермолина, «Бабушкино место». Тоже Ермолина, «Деревенская утварь». Я вам показала, да? Это в 3 классе. Все задания здесь предложены. «Деревня зимой». Ну, это по-русски написала, в скобках коми, это самое название. «Летний день». «Бабушкины шанги». Это в 4 классе «Разлив на Сысоле». «Лесной ручей», март. И в 4 классе более трудная картина «Лето в тундре», «Пастухи», Кочера. Вот региональный компонент. И хоть на русском, хоть на коми. Ну, я предлагаю здесь, конечно, раз в учебнике на коми. Теперь вот с этими картинами предложены задания. Рассмотри картину, вопросы и так далее. И в развитии речи я, конечно, уделяю внимание, в методических рекомендациях об этом пишу, разноуровневые задания, это о чем вы говорили, по развитию речи тоже. Ребенок ведь в 3-4 классе не может самостоятельно рассмотреть картину, написать, ох, какое хорошее сочинение. Сначала я даю ее образец, послушайте, вот сочинение написала Настя, или написал Саш, прочитайте. Дети читают, анализируют, как начинается, учим читать. Мы говорим, войдите в картину. Ну-ка, шаг сделали, вошли в картину. С чего начинаем? Что изображено на переднем плане? Комен. Мы теаджаны воджла дорас. Что на заднем плане? А мы бырла дорас питкатлума. Мы косвисвиш там тая щерпас нас. Кучам силан могус. Мы косвисвиш там художникис. И самое главное, мы знакомим художниками. Вот сейчас вы будете рассказывать, сколько произведений живописи в учебниках по краеведению, край, в котором я живу. Там очень много. Это самая, мне кажется, фишка. Столько произведений живописи в учебнике по краеведению. Будут знать хоть наших коми-художников, не только писателей, поэтов, да? Вот я думаю, что что-то немножечко я сделала по развитию речи. Вот. Ну, конечно, надо издать бы отдельную книгу, и вот как эта книжечка на коми-языке, да, по классам, потому что ведь мы начинаем сочинения и небольшие рассказы по серии сюжетных картин. Они, ну, сама придумываю, как ребенок иногда, 3 картинки, например, да, юмористические. Давайте составим. Шмонь, метешкой было. Составим так, чтобы те, которые будут слушать, посмеялись. Смешно, чтобы было. И вот дети начинают. Ну, видите, все аспекты не расскажешь. Потом уже сочинение сюжетное. Проще. Сюжетные картины. Одна картина. Но
Здесь можно по-разному. Будем писать только то, что изображено на картине. А может быть так. Сначала давайте в первой части напишем то, что было до того, как изображено, да, то, что изображено до этого. В основной части то, что изображено на картине, а в конце уже заключительной части, что было потом, чем действие закончилось. Поэтому вот мы с таких заданий как бы и начинаем. Начинаем с простых, а потом уже произведение живописи, где должен быть у детей, тем не менее, словарный запас. Всегда опорные слова даем. Слова-помощники мы сказали, да? Называем по краеведению. Слова-помощники. А коменка отцеквьяс. Рецензия вижу, да. Мучада квьяс, мучада сос скажет, отцеквьяс. Квьяс, квьяс, отцалас, это явно вещтавная моя елочка, да? Вот кажется, мучада, рецензия, когда вы... Мучада. Мучщаны, то есть квьяс, квьяс, мучщаны. Господи. Отцеквьяс, отцаланы. Да? То есть опорные слова это отцек. А позже и опорные квьяс, а мысли. Сейчас стався не там уджедны. Аминь, аминь. Меда опорные квьяс слованы. Опора. Да. Мучат тоже скажете. Так, может быть, будут вопросы, пожалуйста. Я закончила, потому что не имею права у вас время. Мы? Дизайнер с оформлением. Тая? Да. Эти учебники стався вычены Анбур издательства. Замечательный ужалыш. Но мне сейчас кажется, троша Валентина Ивановна. Да, а Верин Сергей Иванович, это куканы ужаланы. Кук морд. И та вот став дизайны, ставы. Но рисуйтесь, конечно, молодец. Рисунок стане унален, а Авилова тая рисуйтесь, Авилова. И Инна Авилова. Обложка с Котовичис, по-моему, Авилова. Да, обложка тоже сила. Ну, в общем, черпасалась Инна Авилова. Ну, на это компьютер, мыйка, черпасащена. Мыйка интернет и так далее. Ну, в общем, тая вот кукюкона книга из Воловоджик Леджаманин. Тая соскутно переиздавать, кучбуль мадам, да, 3 класс. Ужасмин уже готова электронная, да, книга? Готова. В электронной книге будут тесты. Тесты готовы, да? Они с анимацией. Если правильно зажигается там красный свет. Интерактивно. Да? Вот. Там будут... аудиофайлы. Что там? Аудиофайлы. Аудиофайлы, уже сказали уже. И черпаса кывкут. Это картинный словарь. То есть какое-то слово непонятно, дети, значит, нажимают, и выходит иллюстрация. И там это слово на русском и на коми языках. Так решили. Вот, на русском и коми языках. Ромпештан, зеркала, да? Как зеркало, ромпештан. На 2 языках решили слова. Так, может, вопросы будут? Будут вопросы? Про двуязычие это понятно? Так, на 2 языках. И что легче? С чего начинаем? Что ты думаешь? Нам было легче начинать с коми. С коми, конечно. Когда я работала с коми, и коми остаться вещала, сейчас очень, но тут уже давай. А сейчас же наоборот. Да, а сейчас. И еще зависит от окружения. Если дома на коми говорят, значит им на коми-то легче. Они же говорят. Дома говорят. А если по-рочу говорят, тут я рочу, то все. Да. Русский язык, значит, лучше усваивает на русском языке. И вот приходит, вот многие учителя говорят, а мы вот так подумали, легче будет. Это на русском языке, на русском все объяснили, а потом на ком мы говорим, давайте, угадай, кому было. Вот так иногда. Хотя я говорю, с переводами бывает очень большие проблемы. Интерференция-то есть, переведут, а там речевая ошибка. Чистого перевода нет. Уважаемые коллеги, мы выходим на финишную прямую. У нас остался один доклад. Перед вами выступит Евгений Викторович Поляков, методист лаборатории развития этнокультурного образования.
Он выступит с докладом «Теоретические основы учебного курса «Край», в котором я живу». Первый учебный класс. Поскольку я завершаю работу площадки, да, будет мой последний доклад, я хочу поблагодарить всех участников нашей площадки за ваши доклады, очень интересные доклады, содержательные доклады. Хочу вам пожелать удачи в вашей работе. Также я хочу отдельно поблагодарить наших модераторов, Эльвиру Ивановну Полякову. Очень хорошо, что наша площадка получилась не просто как отчет докладов, но дискуссионная площадка. Мы какие-то обнажали проблемы, предлагали свои пути решения проблем, да, развития родных языков, предметов этнокультурной направленности. Также отдельно я хочу поблагодарить нашего второго модератора Светлану Семеновну Мусанову за организационное сопровождение работы нашей площадки. Да, тема моего сегодняшнего выступления будет научно-теоретические основы учебного курса «Край», в котором я живу. Уже 2 года во многих образовательных организациях Республики Коми реализуется данный краеведческий курс. Данный курс «Край», в котором я живу. Надо сказать, что развитие краеведческого образования в начальной школе является одной из приоритетных задач современной образовательной политики. Хорошо. Да. В федеральном государственном образовательном стандарте начальное общее образование большое внимание уделяется формированию и развитию у обучающихся уважения к своей истории и культуре своего родного края. Начальный уровень краеведческого образования соответствует младшему школьному возрасту и реализуется посредством внедрения в практику школы учебного курса «Край», в котором я живу. Данный учебный курс разработан на основе концепции реализации этнокультурного компонента федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования в Республике Коми на основе курса краеведения. Данную концепцию разработала Полякова Эльвира Ивановна. Также в 2016 году была издана программа, которая также называется, как и учебный курс «Край», в котором я живу. В 2018 году данная программа была доработана, были изменены некоторые темы, часы. Значит, с этой программой вы можете ознакомиться на сайте «Открытое образование Республики Коми». Там размещена вот эта программа в PDF-варианте, а также другие методические и дидактические материалы по данному учебному курсу. Если вы позволите, я несколько слов скажу о самом курсе, да, что он из себя представляет, целевые задачи данного курса. Во-первых, целью изучения учебного курса, в котором я живу, является формирование опыта деятельности по получению новых знаний, их преобразованию и применению на основе освоения природно-культурного и историко-культурного наследия Республики Коми. Да? Давайте рассмотрим основные задачи учебного курса. Формирование уважительного отношения к семье, к месту проживания, Республики Коми в целом и ее природе, культуре и истории. Формирование личности младшего школьника как представителя Республики Коми и умелого хранителя социокультурных ценностей. Формирование у младших школьников активной гражданской позиции, патриотичности, экологической культуры, личностно-ценностного отношения к прошлому, настоящему и будущему Коми-края. Также очень важная задача, я подчеркну, она действительно очень важная, это воспитание у младших школьников любви к своей малой родине. Известный выдающийся краевед Дмитрий Сергеевич, академик Дмитрий Сергеевич Лихачев вообще называл краеведение краелюбием. Действительно, оно формирует именно любовь, привязанность к своему родному краю, что на самом деле сейчас очень важно и очень актуально. Также задачей данного курса является развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей младших школьников. Да? То есть, тоже это очень важная задача. Ну и, наконец, это формирование способностей и готовности к использованию краеведческих знаний и умений в
повседневной жизни младшего школьника, да, то есть формирование основных компетенций учащихся. Ну, я хочу, чтобы вы посмотрели основные содержательные разделы программы «Край, в котором я живу». Данная программа она состоит из 3 содержательных разделов. Первый раздел – это природа Коми-края. Второй раздел – Коми-край вчера и сегодня. И третий раздел – это культурное богатство Коми-края. Ну, природа Коми-края, первый блок, первый тематический блок, он направлен на развитие у младших школьников ценностного отношения к природе родного края, формирование экологического сознания младшего школьника. Раздел Коми-край вчера и сегодня. Вот само даже себе название, да, Коми-край вчера и Коми-край сегодня. Да? То есть он посвящен, с одной стороны, изучению истории родного края, Коми-край вчера, и с другой стороны, данный блок тем посвящен изучению современного социально-экономического и политического развития Республики Коми. Да? Ну и последний блок тем – это культурное богатство Коми-края. В результате изучения данного блока темы обучающиеся узнают о традиционной культуре Коми-народа, о достопримечательностях родного края, памятниках и объектах историко-культурного наследия Республики Коми. Обязательной частью содержания учебного курса выступает культуроведческий компонент. Да, ну, хочу сказать, что в этом году в конце августа, да, вышло учебное пособие для 2 класса «Край, в котором я живу». Тоже издавалось в издательстве «Ангур». Хочу поблагодарить редактора, корректора этого издательства. Книга очень интересная, она красочная. И вот по поводу как раз культуроведческого компонента. Дело в том, что примером приобщения учащихся к ценностям культуры Коми-народа является знакомство с произведениями изобразительного искусства. Действительно, в учебном пособии достаточно много репродукций картин коми-художников. Да, вот так, например. Только для 2 класса представлено 20 репродукций картин коми-художников. И я хочу отметить, что данные картины это являются не просто иллюстрацией или дополнительным материалом текста, это является наглядным дидактическим материалом. И в методических рекомендациях, которые будут изданы в ноябре этого года, мы совместно с Эльвирой Ивановной подготовили методические рекомендации к учебному курсу «Край, в котором я живу», будет отражена подробная работа с картинами в рамках изучения той или иной темы. Да? Надо сказать, что работа с картинами она направлена не только на развитие у младших школьников личностных универсальных учебных действий, но также предметных и познавательных универсальных учебных действий. Также примером освоения младшими школьниками культурного богатства Коми-края является их приобщение к ценностям художественной литературы Республики Коми. В данном учебном пособии есть ряд текстов, то есть тексты разного жанра. Да? Научно-популярные тексты, значит, художественные тексты, рассказы, стихотворения и так далее. И вот надо сказать, что действительно очень много художественных произведений. И через знакомство с произведениями классиков коми-литературы Ивана Каданева, Степана Раевского, Владимира Тимина, Юра Рочева и других литераторов происходит нравственное формирование личности обучающегося, которое может происходить только в процессе активной интерпретации и реконструкции накопленного предшествующим поколением социального опыта. Но в конце я хочу сказать, что о значимости данного курса, данного учебного курса «Край, в котором я живу», поскольку краеведческий курс он способствует решению двух единой задачи. С одной стороны, это обучение учащихся
то есть приобщение учащихся к историко-культурному, природному наследию Республики Коми. А с другой стороны, это большой воспитательный потенциал, который содержит данный учебный курс. Ну, на этом у меня все. Еще раз я вас хочу поблагодарить. Про рабочий тетрадь скажи. Ну, да. Дело в том, что мы с Эльвирой Ивановной уже подготавливаем рабочие тетради для 2 класса, для 3 класса. В ноябре выйдет, я очень надеюсь, что выйдет учебное пособие, край, в котором я живу, для 3 класса. К нему также будет подготовлена методическая рекомендация. Да, ну уже печатают, уже подготовлена верстка. Вот. Так что постепенно данный учебный курс будет оснащаться необходимой учебной и, соответственно, методической литературой. А будет вот в перспективе продолжение для уже средней разряда, 5, 6, до 7, 8? Да, дело в том, что, смотрите, если мы говорим про начальную основную школу, да, то изучение происходит с помощью интеграции. То есть интегрируются разные области знаний. История, география, значит, этнография и так далее. В старших классах происходит дифференциация, да, то есть будет отдельно изучаться природа и хозяйство Республики Коми, отдельно будет изучаться история и культура Республики Коми. То есть получается, если в Краеведении это интегрированный такой курс, то в основной школе это дифференцированные курсы. И на сегодняшний день по истории и культуре Коми-края разработана программа, которую разработала Алла Александровна Таскаева. Она есть, но по поводу оснащения учебными методическими комплектами это вопрос, конечно, открытый. Но в дальнейшем, конечно, планируется реализация изучения краеведения, исторического и географического краеведения на уровне основной школы. Да, тогда еще есть олимпиада, вот, допустим, по историческому краеведению, а материалы даже для подготовки взять практически нет. Это проблема, Поэтому конечно. А в олимпиаде не будут участвовать 1 и 4 класс, в олимпиаде участвуют старшие классы. А если учебник, то он уже такой старый, история Да, прекрасна, мы один этот раз. учебник разрабатывали еще в 90-е годы, да, Михаил Борисович. Хотя я скажу, что учебник достаточно неплохой, который издавали еще в 90-е годы Михаил Борисович Рогачев, там еще многие сотрудники, действительно очень содержательный учебник, но тут вопрос опять же становится открытым в оснащении, но опять же есть программа по историческому краеведению для 6-9 классов. Ну, краеведение надо включать в обязательную часть. А еще и программа есть у Бондаренко и Харужия. Они же тоже по истории. Да, Ольга Стихеевна Бондаренко тоже разработала программу, но дело в том, что нужно ее переработать, чтобы было соответствие федеральным государственным учебникам. Ну, это дело будущего. Нужна автор там. Спасибо вам большое еще раз Авторский коллектив должен быть очень большой. за выступление. Ничего не сможет. Да, спасибо. А вот этот вот учебник, это пособие можно где-то купить? Так, оно будет продаваться в издательстве «Орден». Орден. Ой, Англ. нет, в книжной лавке «Орден». Здесь нет у вас, да? Здесь нету. А у Валентины Ивановны можно купить? Нет? Нет, есть в книжной лавке магазина «Орден». По школам По школам отправляются, да. Сколько стоит? 50. Сейчас уже не буду говорить, что это коммерческая тайна. Так, ну, может быть, коллективное фото? Уважаемые коллеги, мне подсказывают, что надо сфотографироваться всем вместе. Это предложение, да. Давайте сначала сфотографируемся. Внизу 102. Так, идем. Нет, вещи можете оставить. Так, вещи оставляйте, еще будем обсуждать и резолюцию. Давайте идем.
Вы пока можете вещи не ставить, я закрою.